народов Республики Саха-Якутия. Сердечно приветствую вас всех на открытии национального народного проекта «Якутия в лучах славы». Мы уверены, что каждый посетитель выставки узнает много нового, много интересного, познавательного. Главное – расширить свои знания. Наступающим днем нашего любимого города Якутска. Уважаемая Антонина Николаевна, уважаемые собравшиеся, позвольте от имени главы городского округа Евгения Николаевича Григорьева поздравить с этим замечательным событием, открытием фотовыставки. У нас приближается юбилей нашего города, любимого нашего города. Нашему городу Якутску будет 390 лет. Я понимаю, что будет большой объем мероприятий, и 11 сентября мы приглашаем вас на площади города Якутска вместе с нами отметить этот замечательный праздник. Благодарю всех организаторов этой выставки, тех неравнодушных граждан, которые делают наш город с каждым днем прекраснее и лучше. С праздником! Уникальные открытки, собранные на протяжении многих лет. Тут у нас наши местные товаропроизводители, объединенные в ассоциации «Сделано в Якутии», готовы дать миру то, что производят у нас в Якутии. Вы удивитесь тому, насколько податлива и хороша наша глина в изготовлении различных сувениров. Поэтому мы на сегодняшний день можем заниматься не только фарфором, но теперь мы можем изготовить у нас в мастерских вот такие невероятно красивые изделия. Творческое объединение «Сол-Ис» Аулисова Сардания Николаевна представляет вам сувениры, которые вы можете в чемодане возить по всему миру, дарить своим друзьям, близким, коллегам. Посмотрите, какие милые вещи. Уважаемые гости, вы побывали в прошлом, вы побывали в настоящем, а теперь мы приглашаем вас заглянуть в будущее. Сегодня мы на выставке представили будущее видение, и не только будущее, а настоящее того, что происходит не только в столице Республики Саха-Якутия, но и в городах и селах нашей республики. Мы очень благодарны коллективу Дома дружбы народов Антонине Николаевне за то, что та работа, которую вы ведете, вдохновляет нас на то, чтобы, работая с молодыми архитекторами и дизайнерами, мы в первую очередь уделяли внимание нашей культуре, нашей самобытности, нашим традициям. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады вас видеть, рады начать межнациональный народный проект «Якутия в лучах славы». Дорогие друзья, данный проект, он уникален. А уникален он тем, что он объединяет неравнодушных людей, которые стремятся творить добро, нести свет, ну и, конечно же, изменять наш мир к лучшему. Центром притяжения для всех нас с вами является автономное учреждение Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Спасибо, Татьяна Николаевна. Дорогая наша любимая молодежь, дорогие наши ветераны, сегодня у нас начался очень уникальный международный
в будущем проект межнациональный, который называется «Якутия в лучах славы». И Якутию вы представляете не один год, не один народ. Я бы очень хотела, чтобы с этим проектом у нас начался новый старт для креативного мышления. И я очень уверена, что такое вот емкое название «Якутия в лучах славы», такого названия еще не было нигде. И этот проект мы хотим закрепить за собой, за нами. Я желаю удачи нашему проекту. Да будет Якутия в лучах славы! Ура! На этой неделе мы отмечаем 390-летие нашего любимого города Якутска. О его благоустройстве нам расскажет первый спикер Егор Викторович Чемизов, начальник отдела городской среды Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска. Отдел городской среды занимается благоустройством города Якутска. В первую очередь это у нас благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Благоустройство у нас в последнее время набирает большие обороты, очень большой объем финансирования со всех уровней бюджета. Первое у нас что было, это в 2020 году у нас трехлетие благоустройства, в соответствии с которой мы ежегодно должны были благоустраивать по 15 дворовых территорий. По инициативе главы у нас есть такой проект, как установка воркаут-площадок. Это исходили из той мысли, что сейчас молодежи необходимо доступный спорт. Доступный спорт, то есть чтобы без денежных затрат люди могли заниматься спортом, чтобы спорт был доступный. И, получается, создали подпрограмму, называется «Организация обустройства спортивных воркаут-площадок». И в каждом округе из 15 территориальных органов управления у нас сейчас в 2021 году построено у нас 15 территорий вообще в городе, 8 округов и 7 пригородов. И в 2021 году в каждом из них была построена, оборудована спортивная воркаут-площадка, куда вы можете подойти. То есть в каждом округе, здесь везде, кто здесь сидит, в каждом округе, в вашем округе у вас есть спортивная воркаут-площадка, куда вы можете прийти, позаниматься абсолютно бесплатно, заниматься спортом. Разработано 9 дизайн-кодов для городов и сел республики. Следующий слайд. В 2020 году впервые был разработан дизайн-код сельского поселения. Даже, скорее всего, это впервые в России был разработан. Сейчас этот дизайн-код внедряется активно. В селе появилось такое, знаете, как современное общественное пространство нового формата. Впервые в селе, даже в городах у нас нет таких благоустроенных пространств. В городе Среднеколымске, в центральной площади, был реализован комплекс Среднеколымское подворье. Здесь появилась зона для детей, здесь появилась игровая. Несмотря на то, что это самый отдаленный город в Якутии, нам удалось реализовать все-таки. Разум, пророчество великого мыслителя и в наши дни продолжает освещать и направлять к светлому будущему. Анагылы албастав сапха, айхалы тартыган,
алға тағам болуын саңа үтчақпын. Арбынғылы жанымға, ар берге мұға күнде, ашық бұжық жөленгеш бол. Юлуге мога, иралячайлыға, вайлоди чумудек, го. Агарте қуарихе есөш бұгуни, изданақ шүрі ексурусун мұча. Үркөкірі мойныстырып, тәке параларға тұса ұсап, зондай мен айлы көрлерді айванда асырып, женске жет. وبهدل هاي مردمی روز برو بکش اخواتی دوست. С лучшими русскими людьми будь равным по силе другом, самым лучшим якутом, не отстающим приятелем стань. Егіз үйерілях күннен, ұғын ұройдақ лоқтон, саупат саргывақ састан. Добрый день, дорогие земляки! Я в первую очередь хочу вас поздравить с такими праздниками нашей республики, как столетие государственности, 390-летие нашего родного города. Ну и вообще, конечно же, с началом учебного года. Чем радость не вижу в глазах. За вклад в укрепление межнационального мира и согласия в Республике Саха-Якутия награждается Кулаковская Раиса Рясовна, советник Ленского государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба» имени Дмитрия Кононовича Сивцева-Суару-Омоллана. Шамаева Вера Еленовна, председатель общественной организации Ассоциация корейцев города Якутска. Гумеров Игорь Исмаилович, председатель общественной организации Общество цыган города Якутска. Охловского Ольга Петровна, руководитель сектора коренных малочисленных народов Севера Дома дружбы народов имени Алексея Кулаковского. Кто верит и верует, пройдет сквозь слезы и боль.